Минздрав Таджикистана. Прокурор скончался от пневмонии и свиного гриппа, а не от коронавируса. Минздрав Таджикистана сообщает, что Джалалидин Перов, начальник отдела по контролю за деятельностью органов внутренних дел прокуратуры города Душанбе, скончался от пневмонии и гриппа H1N1, у него не было коронавируса. По информации Минздрава, прокурор был госпитализирован 15 апреля в детскую инфекционную больницу Душанбе, расположена недалеко от медицинского центра Истеклол, Прим. Ред. Затем, из-за ухудшения состояния его здоровья, 16 апреля он был переведен в городскую инфекционную больницу. В этой больнице ему был поставлен диагноз пневмония, гриппа H1N1 и ожирение 3-й степени, сообщает на сайте ведомства. К сожалению, усилия врачей с учетом использования аппарата искусственной вентиляции легких и других дополнительных мер не дали результатов, и он умер утром 19 апреля, подчеркивается в сообщении. В результате проведенных анализов коронавирус у Перова выявлен не был. Тест дал отрицательный результат, но в целях предосторожности все его родственники в настоящее время находятся на карантине. Состояние их здоровья нормальное, отмечает ведомство. Министерство здравоохранения отмечает, что в последнее время в других странах часто граждане погибают от пневмонии. Пневмония не передается от человека к человеку, пишет Минздрав. H1N1 серотип вируса гриппа А, наиболее распространенный тип гриппа, который вызывает наиболее масштабные эпидемии, может вызвать заболевания как у людей, так и у многих животных. Выделен и идентифицирован в 1931 году американским ученым Ричардом Шаупом. Данный серотип был причиной пандемий 1918, испанский грипп, и 2009, свиной грипп, годов. 11 июня 2009 года Всемирная организация здравоохранения ВОЗ официально сообщила о начавшейся пандемии гриппа H1N1-09. Пандемия гриппа H1N1 в 2009 году объявила 6-ю фазу пандемии. Без права на прощание. Джалалидин Перов скончался утром 19 апреля. По словам его родных, машина скорой помощи с медиками в защитных костюмах привезла гроб с телом во двор дома для прощания и сразу же увезла для погребения, передает радио Азоди. Родственникам даже не разрешили открыть гроб, чтобы соблюсти меры предосторожности, сказал один из родственников. Минздрав Таджикистана. Неблагоприятные погодные условия спровоцировали рост пневмонии в стране. Один из коллег покойного, сотрудник Генеральной прокуратуры Таджикистана, сообщил радио Азоди, что Джалалидин Перов заболел неделю назад и ему порекомендовали отправиться в карантин, но никаких подозрений о коронавирусе не было. Другой источник сообщил, что состояние Саидислама Перова, отца покойного, также сотрудника прокуратуры, ухудшилось после смерти сына, и его госпитализировали в больницу. Врач больницы Истеклол сообщил, что все, кто лежал в одной палате с Перовым, сейчас помещены в карантин. Все члены семьи помещены в домашний карантин. Им рекомендовано провести поминки в узком кругу родственников. Школу и детсад не закрыли. Между тем, в соцсетях появилась информация о том, что в связи с тем, что мать Перова работает учительницей в средней школе номер 36, в этом образовательном учреждении введен карантин. Также читатели сообщают о закрытии детского сада, находящегося рядом со школой. Это все неправда. Школа, как вы видите, открыта и дети учатся в 2 смены, как и раньше. У нас, как впрочем и в других образовательных учреждениях, приняты необходимые меры по профилактике. Уборщицы моют полы с хлором, детям рекомендовано ходить на уроки в масках, мыть руки с мылом, говорит директор. Детский сад рядом со школой также принимает детей в штатном режиме. Никакого карантина или мер повышенной профилактики мы там не заметили. Вот, сейчас сонный час, и наши дети спят. Никакого карантина у нас нет. В садике постоянно находится медсестра и следит за здоровьем детей, уверяет она. У самого дома покойного Джалалидина Перова безлюдно. Члены семьи на домашнем карантине, и поэтому люди приходят на молитву к находящейся недалеко библиотеке. Слухи о том, что покойный Джалалидин якобы вернулся из-за границы и нарушил карантин, абсолютный бред. Перед тем, как его поместили в больницу, мы виделись на рынке.
Он чувствовал себя хорошо, ни на что не жаловался. Ангел смерти не приходит ни минутой раньше или позже. У Джалалидина, видимо, время пришло сейчас, говорит он. Тем временем среди соседей Пировых уже распространились разные слухи о причине смерти Джалалидина, и теперь большинство из них ходят в масках, общаются между собой неохотно.